Школа гимназии имени Мамбета Мамакеева. Учитель истории Айдакеев Чанарбек Канабекович. Вы повели нас по дороге знаний, отдав нам много силы и ума. А сколько приложили вы стараний, чтобы мы учились хорошо всегда. Джанарбек Канабекович родился в 2000 году, 15 января, в селе Теплоключенко. В 2007 году Джанарбек Канабекович поступил учиться в среднюю школу имени Мамбета Мамакеева. В школьные годы он был одним из примерных учеников, который много чего преуспел за годы обучения. В 2018 году он окончил школу с красным аттестатом. Грандиозные новости на сегодняшний день. Учитель истории Джанарбек Канабекович дал интервью 9 Г классу. О чем же он там говорил? Оставайтесь с нами. Здравствуйте, Джанарбек Канабекович. Спасибо, что пришли. Я ученица 9 Г класса Радио Дай. Хотела бы взять вас под интервью. Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. Здравствуйте. Я родился в селе Теплоключенко в 2000 году. Я в семье самый младший. Я родился в полноценной семье. Моя мама врач, работает стоматологом. Мой папа работает в районном лесе. И вот. Спасибо. Расскажите про ваши школьные годы. Я поступил в среднюю школу имени Мамбета Мамакеева в 2007 году. Я отучился, хорошо отучился, я был отличником, окончил красным аттестатом. А если говорить про мою школьную жизнь, то она прошла очень интересно. Мой класс был самым лучшим из всех, потому что если кто-то получил двойку, то весь класс получал, а если кто-то пятерку, то весь класс пятерку получил, потому что мы знали все секреты, как получить пятерки или двойки. Куда вы поступили после окончания школы? После окончания в 2018 году я поступил в Международный университет Кыргызской республики. Я там отучился 4 года. Во время студенческого года я работал еще параллельно в какой-то организации, можно сказать. И в 4 курсе я женился. Я параллельно работал, учился и приходил вовремя домой. Почему вы выбрали именно профессию учителя? Меня заставили. Если честно, у меня было немало успехов и немало побед. И как-то раз мне сказал один преподаватель мой, что когда у тебя побеждает свой ученик, это отдельно другое чувство, да? И я просто хотел прочувствовать, каково это, когда твой ученик побеждает. Спасибо большое, что уделили нам ваше время. И хотим вам пожелать дальнейших успехов и процветаний. И напоследок, что бы вы хотели посоветовать ученикам, которые сейчас вас смотрят? Спасибо большое. Мой совет вам просто учиться и постараться взять от учителей побольше информации. Потому что то, что вы получаете сейчас бесплатно, в будущем вы будете искать то же самое за большие деньги. Спасибо большое.